Здравствуйте, вы смотрите программу «Якутия Лайв» в студии Ирина Ефимова. И сегодня мы говорим о традиционных ценностях. Настало время духовного единения. Об этом говорили на первом в своем роде собрании общественности Тюмю. Там собралось 450 делегатов, более 450 делегатов, которые провели ряд дискуссионных площадок и круглых столов. И сформировали более 100 предложений, которые будут взяты в работу руководством Якутии. Само слово «тюмё» переводится с якутского как «собор» или «собрание». 30 марта, накануне буквально, глава нашей республики Айсен Николаев подписал указ о создании Совета по сохранению и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей, куда войдут 120 человек. Список будет сформирован к 27 апреля, ко Дню Республики, и многие участники Тюмю в него войдут. Напомним, что подобный указ президент нашей страны Владимир Путин подписал в ноябре прошлого года. Он назывался «Указ об утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей». Вот кто сегодня войдет в Совет, чем он будет заниматься, чем отличается указ главы Якутии от указа Путина, с каким выводом пришло собрание. Об этом поговорим сегодня подробнее с гостями нашей студии. Ну и начнем, наверное, с автора идеи. Андрей Савич, как вам вообще пришла идея проведения такого Ну, собрания? вот вы начали с такого названия вот этого собрания «Тюми». И аббревиатура «Тюми» звучит так. «Тарют югас мин юнарюк талим». Это на якутском языке. Если на русский язык перевести, то будет традиционные ценности, опора моего развития. Так получается. И это как раз идея, во-первых, такого названия, во-вторых, проведение такого собрания, оно созрело во время экспедиции, которую Институт геокультурного развития провел по 4 Вилюйским улусам. И там общественность, деятели культуры, не только культуры, и руководители местного самоуправления, и депутаты, и учителя, и молодежь, и творческие люди, они потихоньку, чем ближе мы приближались от Цунтаров к городу Якутске, через Нюрбу, Верхневилюйск и Вилюйск, вот сама идея, она была подсказана, надо сказать, вот участниками вот этой экспедиции и те, кто проживал там. И это очень важно, потому что она исходила из глубины, из глубинки нашей Якутии, поскольку все говорили так, что сейчас идет очень большая кампания, кампания по всему миру, кампания как бы разбрасывания всего, разбрасывания. На якутском языке называется ыгы кампания, разбрасывание. А все нам говорят, что сейчас время собирать камни, время собирать наоборот, собираться, тюмю, собираться так, да. И вот поэтому мы решили провести это собрание, и, конечно же, со всех улусов нашей республики вот на этом собрании были направлены делегаты, и вот в результате этого вот идея оттуда. Ну и потом вы сами отметили о том, что указ президента России о традиционных ценностях. Ну и, а главное, еще и обращение главы республики Арсения Сергеевича Николаева Эль-Тумену, где в послании своем он неоднократно говорил на эту тему. Ну и потом, значит, дано было задание сделать программу как раз на тему сохранения и укрепления традиционных духовно-нравственных наших ценностей. Очень важно подчеркнуть наших ценностей. А вы упомянули Институт геокультурного развития, который, значит, был и организатором этих экспедиций, которые легли в основу идеи собрания, да, и организатором, насколько я понимаю, главным вообще самого этого собрания. Вот я, знаю, что институт был создан не так давно. Чем он занимается вообще, этот институт? Значит, институт вот 15 марта будет 3 года, уже случилось, 3 года прошло, как было издано распоряжение правительства о создании вот этого Института геокультурного развития. Это практикоориентированная организация, которая занимается исследованиями, осмыслением тех процессов, которые происходят сегодня в мире, в России, у нас в Якутии, в сфере культуры, искусства, общественного сознания. И это вот основная миссия.
Ну, кроме того, мы работаем по подготовке кадров для отрасли культуры. Мгм. А вот как будут утверждаться кандидаты в совет главы, вот о котором мы упомянули? Они по результатам этого собрания или как? Да, вот то, что как раз в тот день, когда открывалось собрание общественности, глава подписал указ о создании вот совета. И, естественно, мы во время проведения вот это собрания аж на 11 площадок было. На 11 площадках для нас стали как бы выявляться вот эти лидеры, лидеры вот как раз этой тематики. И, соответственно, мы их отметили, ну и потом утверждать же будет глава. И, ну, поскольку глава дал мне поручение по организации работы собрания, то для меня очень важно, чтобы включились туда вот те товарищи, те деятели и культуры, образования, разных направлений, которые со мной проходили через передачу «Эль-ИТ». «Эль-ИТ». Я не зря эту передачу организовал. Спасибо нашему национальной вещательной компании, которая способствовала. Потихоньку я как бы собирал эту команду, которая как раз-то вот является «Эль», это понятно, что это страна, народ, государство, а «ит» – это воспитай, сохрани, вот держи как обод народ, государство, страну. Ну и, конечно же, со всех республик, со всей республики будет, со всех районов будет представлен. Мы сделали специальную такую, ну, квотирование, да, Андрей, как мы назвали, квоту, ну, попытались сделать так, чтобы вот представлены были разные направления. Потом очень важно подчеркнуть, что это не только деятели культуры и искусства, а это срез общества должен быть представлен в этом совете. Ну, а вот что такое традиционные вообще духовные ценности? То есть, если мы подчеркиваем, что они традиционные, значит, должны быть какие-то нетрадиционные или как что вот это, что имеется под этим в виду? Вы нас не поймаете. Мы очень хорошо знаем, что такое традиционные ценности. Особенно очень важно, что в указе же сказано традиционные российские ценности. Ну, то есть это укрепление семьи, прежде всего, Ну, конечно, да? да, укрепление семьи. Кстати, когда спросить любого человека, естественно, он скажет, семья, укрепление. Вот якутский народ скажет, наш сех, праздник, сех, Аланхо, там, наш это хомус и ценности, не говоря уже о нравственных ценностях, которые у каждого народа, особенно в масштабе России, очень, кстати, иногда они разнообразны, иногда не совпадают на первый взгляд. Но самое главное, что они отличаются от тех ценностей, которые на нас насаждались последние 30 лет. Со стороны... Да, конечно. Насчет традиционных ценностей. Ну, это традиция, вот включая то, что говорит Андрей Савич, это то, что проверено временем. Вот у нас у историков есть такое понятие «история рассудит». То есть вот у нас история России, например, это 1000 лет, например. Культура народа Саха, ну, если, как говорится, опираться на официальные источники, то если брать Олонхо, она углубляет нас где-то на 2000 лет. Если материальное, то сейчас, например, археологи углубляют Клунатах до X века, например, да? И вот то, что проверяется временем и передается от поколения в поколение, это называется традицией. Вот так. А нетрадиционные, это, ну как сказать, это то, что вот новое, да, что-то новое, это, ну, может быть, инновации какие-то, да? То есть то, что не прошло еще проверку временем. Проверку временем, да. Вот. И то, что с нами сейчас происходит, это будет оценено нашими потомками, правнуками, может быть, да, праправнуками. И вот наша задача, чтобы как-то вот то, что наш образ жизни, наши понятия, наши ценности, они были переданы, ну, еще на 100 лет вперед, как минимум. Вот такая задача простая. Но тут мы ищем какое-то ну, новое звучание этих ценностей вот в современное время, да, во время этого съезда, или что, или мы просто их собираем и вот бережно передаем в таком виде, в каком оно есть. Можно Да, я конечно. скажу? Безусловно, ищем те инструменты, которыми можем воспользоваться на сегодня, чтобы передать эти ценности. И вот как раз-таки на площадке, которую представлял Дом дружбы народов имени как она Алексея называлась? Колоковского, она называлась «Календарные праздники. Культурная ойкумена». О сохранении и укреплении этнокультурного языкового многообразия народов Якутии. Мы знаем, что по последней переписи населения 135 народностей представлено в Якутии. Это больше половины, да, в России, к слову, это
около 180, да, а у нас 135. И вот мы говорили о народных, национальных праздниках. Множество народностей представлены на круглом столе. Таджикские праздники, армянские, праздники коренных малочисленных народов Севера, праздники потомков государевых ямщиков. Да? И все говорили, конечно же, о том, чтобы передавать. Мы передаем новому поколению. Но сегодня наше новое поколение, да, оно использует источники информации разные. Но интернет в основном. Интернет, Социальные сети. телевидение, В меньшей степени. телефон, планшет, цифровые источники, да, конечно же, ну, книги, само собой, и какие-то объединения сообщества. И очень важно нам сегодня пользоваться именно вот этими новыми инструментами, да, заходить в цифровое пространство, туда вносить вот в ту же нейросеть вводные данные, вносить именно о культурных вот этих духовно-нравственных ценностях и о праздниках народов, то есть наполнять то информационное пространство, которым пользуются сегодня наши дети. И тогда они, да, действительно через несколько лет, вот, допустим, по программе, да, к 30-му году действительно будет вот искусство Можно я кину будущего. камень тоже? Яркий пример — это искусственный интеллект сейчас, с которым все играют, да, вводят, пишут нейросети, якуты. И там почему-то выходят люди, похожие на японцев, китайцев и прочее, прочее, прочее. То есть в цифровой среде народ Саха, он не представлен, потому что нас мало, это раз, и в цифровой среде наша культура тоже не представлена. И что говорить о... Материала нет. Чтобы искусственный интеллект где-то нашел и скомпоновал там якутов, например. Да? Вот яркий пример того, прикладная проблема, почему вот большой мир нас не замечает, например. А вот, Нурулин, вы как человек, который работал в Ассамблее народов, что думаете вот о работе по укреплению межнационального согласия в Якутии? Поможет ли вот этот новый совет? И что-то вынесли вы из этого съезда вообще? Если говорить касательно любого совета, это в первую очередь, конечно, диалог. Диалог — это всегда хорошо, это всегда приветствуется, и он обязательно ведет к чему-то хорошему и светлому. Говоря о межнациональном, межконфессиональном таком именно диалоге, вообще чему поспособствует данный совет, я более чем уверен, что членами данного совета будут это представители абсолютно разных народов, к примеру говоря, да, будут непосредственно принимать участие представители разных конфессий. Почему? Потому что, чтобы каждый имел возможность высказать такую некую свою точку зрения, исходя из того опыта и той практики, которую он имеет на сегодняшний день. Говоря, вот я был представлен, можно сказать, на площадке «Учитель перед именем твоим». Было такое педагогическое сообщество республики, где вот были делегаты из улусов, были преподаватели, педагоги непосредственно с города Давайте Якутска. об этом мы расскажем после небольшой паузы. Не переключайтесь, вернемся в студию через пару минут. Это программа «Якутия Лайф». Мы говорим сегодня о традиционных нравственных ценностях. И перед тем, как уйти на перерыв, зашла речь о площадке «Учитель перед именем твоим». Одна из 11 площадок съезда общественности Тюмю, который прошел на прошлой неделе. Продолжайте, пожалуйста. Имеется в виду, я был непосредственно задействован на площадке «Учитель перед именем твоим». Она у нас проходила в Национальной библиотеке. Это была площадка, на которой были представлены представители, можно сказать, практически всех улусов. Потом имеется, где были представлены общественники, непосредственно педагогическое сообщество, имеются учительские, имеются учителя школ и вообще непосредственно дошкольного образования, да, представители. Площадка, на которой я считаю, что она отработала очень плодотворно. Почему? Потому что там присутствовали, начиная от молодых педагогов, заканчивая до педагогов, которые уже работают на протяжении 40 лет, 50 лет. Это, условно говоря, глыбы этого призвания, можно сказать. Поэтому был такой... А вы ведь сами тоже педагог, да? Да, я сам тоже педагог, занимаюсь педагогической деятельностью. А что преподаете? Я преподаю иностранный язык. Преподаю иностранный язык. И вообще, вот если говорить непосредственно о нашей площадке, она послужила неким таким, можно сказать, инкубатором идей, в том плане, что представители разных поколений, именно педагогов, говорили о том самом важном, которому, к примеру говоря, на сегодняшний день не подрастающее поколение, многие взрослые люди идут. Это о наставничестве. Почему? Потому что у нас этот год педагога и наставника. В России, да. И эта площадка была непосредственно приурочена к ней. Исходя из этого, говорили о наставничестве вообще, в каком она, имеется в виду, в какой роли она должна быть представлена на сегодняшний день, исходя из сегодняшних реалий.
Большинство педагогов говорили о том, что на сегодняшний день вот как раз век глобализации, условно говоря, да, когда стираются условно все границы и все остальное, уже иметь какие-то свое что-то отдельно нет смысла, что мы должны адаптироваться ко всему миру. Многие педагоги высказались против этого. Почему? Потому что на самом деле, если мы сейчас будем, условно говоря, размазывать все свои ценности, традиции, все остальное по всему миру, чтобы имеется в виду, что мы сочетались со всеми, чтобы, грубо говоря, мы подходили ко всем, мы останемся ни с чем по итогу. Почему? Потому что нельзя быть для всех каким-то, имеется в виду, аккуратным, удобным или что-то вроде этого. Для всех подходящим невозможно быть. Поэтому непосредственно задача нашей площадки заключалась в том, чтобы, исходя из сегодняшних реалий, сделать так, чтобы вывести такую некую формулу именно плодотворного, действенного наставника. Чтобы там был заключен и, к примеру говоря, интересы молодого поколения, которые представляли именно молодые педагоги, можно сказать, да, и тот непосредственно тот глобальный опыт, который передает старшее поколение. И поэтому задача данной площадки была выработать некую такую формулу, благодаря которой на сегодняшний день представитель именно молодое поколение сможет быть наставниками для своих или сверстников, или для более младших людей, в том плане, чтобы они до них донесли и могли объяснить максимально простым, понятным языком, что такое вообще традиционные ценности. То есть получается, что одна из основных ролей в передаче вот этих вот традиционных ценностей не только в семье, да, но и у наставников и педагогов. Так выходит, да? Ну, под наставниками подразумеваем не только, к примеру, педагогов, преподавателей, но наставником на сегодняшний день может быть практически, ну, я не скажу, что любой человек, но более-менее мудрый, образованный человек, имеется, если он сверяется не только там с какими-то своими, условно говоря, ценностями, но еще обращает внимание на все, что происходит в окружающей среде, в окружающем мире, потому что мы должны понять для себя такую простую вещь: если мы хотим сегодня наше подрастающее поколение вести к чему-то светлому, хорошему и донести них те ценности, которые они у нас заложены прям изначально, уже имеется в виду тысячелетней историей, то мы должны их адаптировать максимально под их, имеется в виду, уровень, на современном языке им это все преподносить. Почему? Потому что если мы это будем делать просто как-то монотонно, исходя из своих каких-то там опытов 20-30-летних назад, то это, ну, это будет тяжело. Имеется в виду, ребята это просто не воспримут. Поэтому наша задача сделать так, чтобы ту информацию, которая была на протяжении тысячи лет, донести ее максимально простым, но очень доступным и действенным образом. Вот еще такой вопрос возник по ходу. Говоря о традиционных ценностях народов, да, мы говорим о том, что, в принципе, у вот 135 народов, если у нас, да, то традиционные ценности, они, в принципе, одинаковые. Правильно я говорю? Похоже. Доброта, добродетель, нравственность, желание что-то создавать, созидать, трудиться. Безусловно. И, кстати, в труде, я думаю, что тоже здесь важна роль наставника обязательно, особенно когда человек приходит на работу. Он еще только выпускник там, университета, а именно имея на работе вот, хорошего наставника, сможет реализовать себя как профессионал. И говоря вот о календарных праздниках, то есть это там получается и наш Исех, и Наурус, и, Конечно, и Масленица. Масленица, да, и множество Вот, еще Ирина, другое, вот Троицы. Вот ребята, они вот говорят о тех площадках, на которых вырабатывались предложения, идеи и даже проекты, которые есть, для того, чтобы внести на рассмотрение совета, который будет создан. А совет этот, рассмотрев все эти предложения, ну там саккумулирует, сделает программу, и эта программа должна быть утверждена главой республики и внесена на правительство. Это буквально осенью. И поэтому те идеи, предложения и проекты, которые они выдвигали, они очень интересные. Вот Нуриддина, вот скажи, пожалуйста, вот очень хорошая идея, которую сразу зал принимал и аплодировал. Кстати, у нас залы были переполнены. 1600 человек приняли участие. Я сказала 450, у меня Нет, не было. это 450, Это делегаты. делегаты. А 1600 это... 1600 во всех этих площадках. И три раза в театре переполненные залы. Переполненные. Такое бывает, когда собирается на разные форумы. Я редко такое видел. Но, Нуриддин, вот скажи. Расскажите, чему там аплодировали? В какой да, момент вы сорвали овации переполненного была зала? такая минута славы, можно сказать. Речь шла непосредственно, конечно, о проекте, который по инициативе Молодежной ассамблеи
под непосредственным руководством самого, как говорится, главного автора, можно сказать, идейного вдохновителя этого проекта, это Лариса Рясовна Кулаковская. Имеется в виду, это проект от Кулаковского до Гамзатова. Мы знаем, что в этом году исполняется 100 лет Расулу Гамзатову. Имеется такая фигура, можно сказать, такого не просто регионального, федерального, а такого международного масштаба. Имеется человек, о котором знает, можно сказать, весь свет, и произведения которого переведены практически на все языки. Поэтому идея заключалась в том, чтобы на примере Республики Саха-Якутия и Республики Дагестан, это одни из самых многонациональных, многоконфессиональных, многонародных регионов, да, где своя культура, свои обычаи, свои традиции, и непосредственно благодаря данному проекту, благодаря данной площадке, представители этих народов, этих регионов смогут как-то взаимодействовать, они смогут, имеется в виду, привносить что-то такое полезное общее, и, конечно, имеется в виду, этот проект несет очень большой такой именно духовно-просветительский характер. Почему? Потому что, чтобы всему миру показать, всей России показать, что регионы в современной истории, в современных реалиях, что мы можем, к примеру, у нас есть такие яркие представители, благодаря которым можно объединить, имеется в виду, можно сказать, два края нашей страны, один имеется в виду южную часть, другую северную часть, благодаря всего лишь двум таким, имеется в виду, глыбам, таким как Алексей Алексеевич Кулаковский и Расул Гамзатович Гамзатов. Поэтому идея проекта заключалась в этом. Андрею Исаевичу она очень понравилась. Он мне сказал, что будет ее поддерживать. И мы сейчас работаем над реализацией, над доработкой данного проекта. И в скором времени его обязательно представим. Очень интересно. Вот мы упомянули о двух площадках. Вот у вас, Айтал, была третья площадка, да, история происхождения народа Саха. Да, у нас Вот была такая всегда детективная почти Ну, история. детективная, Всегда интересная, да. интересно. Авантюрная, авантюрная. Мне сразу предложили модерировать вот эту площадку. У нас была одна из самых больших площадок, 150 человек. В первой части у нас Говорю же, всем презентовали- интересно. Да, всем интересно. Нет, давайте так. Есть всем можно что сказать, как говорится, да? И у нас площадка состояла из двух частей. В первой части мы презентовали книгу Ивана Игнатьевича «Происхождение народа Саха», том 1. Он звучит полностью так: «Происхождение народа Саха и его геокультурного комплекса». То есть как ландшафт. Иван как- Игнатьевич, вы фамилию не сказали. Николаев. 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 Да, Николаев, да. Николаев. От волнения забыл фамилию. Ага. А вторая площадка у нас говорилась о современных взглядах на этно- и культурогенез народа Саха. Там выступали историки, археологи, филологи, культурологи. И мы задали вопрос, не задали вопрос, а обсудили современные взгляды, методы, приемы исследования происхождения народа Саха. Понятно, что существует 3 теории. Это южного происхождения, автохтонное и где-то Между ними. Между ними, да, вот этот момент мы обсуждали. И, казалось бы, 21 век, тут что можно добавить? Но наука, она не стоит на месте. Мы добавляем туда генетику, это раз. Генетические исследования. 21 век как раз продукты культурной глобализации, это то, что можно сравнивать. Вот если раньше, например, в 20 веке анализировали народы, то есть разделяли, да, и расчленяя, искали правду, то сейчас методы совсем поменялись, не совсем, но поменялись и ищут общности. И вот когда ты находишь какие-то общности, ты начинаешь понимать и свой народ, и другие народы. Вот это очень такой интересный момент. Предложения были очень все такие интересные со всех площадок. Если мы рассчитывали на 450 участников, да, то есть делегированных участников от районов, от города Якутска, то в целом приняли участие 1600. Это, то есть, получается, каждая площадка имела свою аудиторию, то есть отдельную. И в конце в Сахатеатре все предложения, которые были внесены со всех площадок, были со сцены указаны, сказаны, и как-то очень хорошо все приняли. Тот народ, который сидел в зале. А вы модерировали площадку, посвященную Аланхо, да, если я не ошибаюсь, домам Аланхо? Да, у нас была еще одна из таких основных направлений, площадка по единой системе домов Аланхо. И Там суть в том, чтобы в каждом районе, да, появлялись свои дома Аланхо. Или да, упрощенно, правильно я говорю? Да. Но сейчас мы работаем с теми районами, которые сами хотят работать на тему домов Аланхо. То есть у нас сейчас в республике их 11. И на сегодняшний день... То есть это не дома культуры, а что-то отдельное? Да, это дома Аланхо, которые направлены вести работу,
конкретно по Олонхо, то есть это же очень такая обширная тема. А нельзя ее в Обучение Доме детей. культуры вести эту работу? Нет, Или в мы библиотеке? мы над этим очень так часто, ну, как бы, начиная, вот, когда вот в прошлом году подписывали указ и начинали работать с улусами, думали над формой, форматом. И, ну, сейчас вот учреждения культуры имеют статус учреждений культуры конкретно, которые вошли, ну, в реестр, да, положений. А дома Олонхо это уже как бы наша, типа Республики Саха-Якутия, такой категории Ну, понятно, что нету. нигде Да, нет. поэтому у нас сейчас те дома Олонхо, которые имеются в районах, у них имеют статус дома Олонхо и ведут работу, направленную на вот на всеобщее такое развитие, дальнейшая там деятельность по направлению Олонхо нашего, и обучение, и визуализация, и изучение, распространение, вот в эти все моменты. Но наша площадка не ограничивала себя только домами Олонхо. Там традиционные ценности в целом, были очень интересные выступления о традиционной культуре, о нравственных каких-то вот моментах, да. И об этом мы поговорим после небольшого перерыва. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. Это программа «Якутия Лайф». Мы обсуждаем сегодня традиционные культурные ценности. Съезд общественности Тюмю, который прошел на прошлой неделе в Якутске. И коснулись немножко работы 4 площадок, а их всего было 11. Вот какие еще были площадки? Кто-то из организаторов Несардана, может быть, ответит? Да, ну у нас, мы вообще старались, когда составляли программу, вобрать все вот направления, и детскую аудиторию, то есть, ну, да, людей, которые работают с детьми, вот, духовно-нравственный смысл труда. У нас была очень интересная площадка в окружной администрации города Якутска, там обсуждались такие интересные моменты. Город Алдан сам присоединился со своей темой «Город трудовой славы» с городом Якутском. Ну и вот то, что вот коллеги рассказали. Вообще мы старались, чтобы вот вся общественность, которая у нас есть, она нашла для себя какую-то интересную площадку. И если мы сейчас, вот я честно скажу, ориентировались на 450 делегатов, то есть по 40 человек, да, по 11 площадкам, то у нас везде 100, 130, 150, то есть интерес был огромный, и люди, которые принимали участие в площадках тех или иных, они вносили очень такие, скажем так, важные и нужные моменты. Сейчас наш институт обрабатывает все предложения, и мы должны по блокам разбить. У нас что-то очень хорошее должно получиться. Вот одно из предложений, по-моему, у гостя нашей студии есть, да? Да, я хотела бы озвучить то предложение, которое практически все были консолидированно с ним согласны на площадке вот, культурной Экумена. Это предложение о том, чтобы появился День национальных культур, День культур народов Республики Саха-Якутия. Почему? Потому что очень важно сейчас уделять внимание многонациональности, это в первую очередь, и именно тому, чтобы каждый свой народ свою культуру сохранил, свою идентичность сохранил. И как раз-таки вот я вначале говорила, да, об инструментах, и я думаю, что вот это тоже будет второй инструмент такой, когда будет единый день, и все внимание общественности, да, и руководство республики будет направлено именно на тему многонациональности нашего региона и дружбы народов. И Якутии есть чем гордиться. Это многолетняя дружба народов, населяющих нашу республику. И вот такой еще вопрос ко всем, да, ну, к тем, кто захочет ответить. Вот все-таки, если традиционные ценности, это довольно простые понятия, да, это семья, патриотизм, ну, любовь к родине, любовь к своей семье, исторические традиции. Вот почему нужно расшифровывать эти понятия? Ну вот, я вот хотел, как раз думал, стоял на эту тему. Вот в указе президента России названо «укрепление и сохранение». Потому что известно, что традиционные ценности, они имеют как бы, скажем так, некоторую такую диффузию начинается. То есть начинает как бы в результате таких воздействия глобальных процессов, особенно когда эти глобальные процессы направлены на деструктивное такое направление, то вот эти традиционные ценности начинают как бы размываться, исчезать, иногда вообще исчезают.
Вот. Поэтому время от времени возвращаться и фиксировать, и даже осознать, осмыслить, что это наша традиционная ценность. Очень важно это. Для того, чтобы идентичность нации, российской нации, якутской нации, ребята здесь, аварцы, для того, чтобы ощущать себя, понимать себя, кто я есть, то необходимо возвращаться к этим традиционным ценностям. Их закреплять и сохранять, укреплять так. Это очень важно. А как же прогресс? Мы не упадем в ретроградство с этим сохранением и укреплением? Абсолютно нет. Я могу и по своему личному опыту сказать, и по опыту работы с молодежной ассамблеей народов, когда ребята молодые начинают узнавать, что у них они какой-то нации принадлежат или о своих корнях, они крепче стоят на ногах. Они с удовольствием этими крепкими своими ногами шагают дальше к развитию. И это только обогащает. И поэтому знать свои корни – это очень важно и нужно каждому. Ирина, вы спросили о названии наших этих, да? Ну одно то, что я попросил, чтобы на столе наш проспект, где в принципе программа и название этих. Например, даже одно название того, что мы, например, сакральная география, культурная экумена, пространство культуры, синергия творчества, имя культуры, еще какое-то искусство будущего. А вы спросили, не получится ли, что мы так уйдем в ретроградство такое, да? А вектор, например, Да, наоборот, да, будущее. имя культуры и будущее это, будущее искусство, культура каково будет? Как будет искусственный интеллект? С каким образом нейросеть вдруг начнет за тебя творить и так далее. Поэтому ребята, которые, особенно молодежь, у нас же молодежная еще группа была, как назывались-то они? У нас вообще программа начиналась с сакральная география, потом нейросеть, искусство будущего. А молодежь, как называется? Волонтеры культуры. Волонтеры культуры, да. Волонтеры культуры, они как раз создавали ту атмосферу, чтобы вы беспокоитесь по этому поводу. Даже мы сделали пирамиду, созвездие создали такое, созвездие. Потом мы же практически мыслим, так? И мы сразу же, исходя из этих идей и названий, мы создали такую стратегию приоритетов республиканской программы по сохранению и развитию духовно-нравственных ценностей. 23-30 стратегию, по годам все расписали. И обсуждали эту тему, принимали. И, кстати, мы приняли-то, манифест приняли. Мы же манифест приняли. Так? Мы приняли резолюцию, не говоря уже о тех предложениях, идеях, и проектах, которые были рассмотрены на разных площадках. Так что мы не только разговариваем на эту тему, но еще практические действия совершаем. Я заметила, что у вас у всех одинаковые значки. Если сейчас оператор на любого гостя приблизит, покажет что одинаковые значки. Что это такое? Ну, кто расскажет? Наверное, вы. Смотрите. Этот значок всем очень понравился. Даже дизайнеры, у нас же гости были. И у нас сколько гостей было-то? У нас было 9 приглашенных гостей. Экспертов по разным направлениям. Москвы, Санкт-Петербурга, Белоруссии, с Новосибирска. То есть эти товарищи, им очень понравился этот значок. Да? На самом деле я спрашиваю, что это означает? Якуты сразу говорят, это ураса. Две урасы говорят, да? А более и сельской местности, улусные, сразу узнают в нем стремена, ингеге называется. Две стремени, которые, когда соединяешь, внутри появляется еще одно стремя. То есть мужчина и женщина, союз мужчины, традиционный союз мужчины и женщины. Семья – это традиционный союз мужчины и женщины. И появляется третий ребенок такой. Но в то же время, северный народ, у нас очень много было представлено наши малочисленные народности, и они сразу видели в этом тордог, этот северный, видите, тордог или как, по-русски как называют? Они сразу типа юрты традиционное жилище. То есть синергия, она синтез, оно создает новые. Поэтому в наших разговорах часто возникало. Наука сразу же переходила на практические предложения. Народы сразу же предлагали тоже свои проекты. Удивительный проект было предложено. Создать карту карту, атлас целый такой. Да. Атлас и так чего? далее, и так далее. Атлас народов, проживающих в Якутии. Да, этот проект
Ну, есть он сейчас в разработке, этноатлас народов Республики Саха-Якутия разрабатывается. Праздник. То есть там будут И все народ. Народов. И там и праздники. ну, о культуре народов, о праздниках, их истории, и о костюмах, песнях, там, ну, обо всем. То есть он будет и наполняться, и в дальнейшем, то есть То есть все 135 народов, которые здесь живут, они Хотелось должны, бы, должны конечно. войти в этот атлас. Да? хотелось бы, да. Ну вот хотелось бы услышать, вот вы как историк, понятно, что у вас была своя секция, да, но тем не менее это же какое-то, ну я не знаю, значение историческое какое-то вот, можно уже примерно понять, что вот за эти 2 дня что-то такое произошло, что вот где-то останется. Можно вот? История рассудит. Посмотрим. Ну, манифест это очень сильно, потому что манифест не всегда озвучивается, и это надо говорить о том, что общественность собралась. При том, что, как сказать-то, в нужном месте, в нужное время, потому что как раз у нас сейчас в Якутии весна, люди активизируются, да, вот мысли новые, какие-то, солнца стало много. И вот те мысли, которые были озвучены, приняты в этом собрании общественности, то они, естественно, будут иметь какое-то вот значение. Ну, говоря о времени, да, в котором мы сейчас живем, говоря о том, что, вот как Андрей Савич сказал, время собирать камни, понятно, что весна, с другой стороны, понятно, в какой ситуации сейчас страна находится. И, наверное, все равно это, если не было поводом отдельного обсуждения, где-то вот звучало это. Только главное, чтобы, когда я из экклезиаста вот говорю, время разбрасывать камни, время собирать камни, многие люди думают, что решили камни собрать, чтобы бросать друг друга. Ни в коем случае. Наступили те времена, когда нам надо мобилизовать наши духовные силы. Мобилизоваться надо, внутренне мобилизоваться надо. Для этого надо, еще раз говорю, надо понять наши ценности, понять чужие ценности, вот, осмыслить, чем они опасны, а не обязательно чужие ценности опасны. Они же еще и много полезного, и общечеловеческих ценностей, общеевропейских, но все равно разделить это надо понять, для того, чтобы правильно жить и правильно опираться. Вот на эти, вот как бы на нашем значке этот символ, на что опираться. Человек, который теряет духовную опору, общество, которое, народ, который теряет, и страна, которая теряет главные ценности, незыблемые ценности. Вот Лао Цзи, такой китайский философ был, 4 век до нашей эры, он говорил: незнание незыблемого зло бессмысленного становления. То есть, когда ты не знаешь незыблемые свои ценности своего народа, своей культуры, своей страны, то твое становление становится злом, бессмысленным становится. Ну, то есть, говоря иными словами, народ, у которого нет прошлого, не имеет будущего, да? Да, точно. Ну, не так красиво, как Андрей Савич. Есть такое понятие, как историческая память. А что такое историческая память? Это социальный генотип. То есть социальный генотип это относит нас к идентичности. Все время мы сегодня говорим про идентичность, что это такое, то, с чем человек тождествует себя, к чему он себя прикрепляет, с чем он себя сравнивает. И когда ты изучаешь традиции своего народа, прошлое, например, да, культуру, традиции других народов, например, ты начинаешь вот как раз отвечать на вопрос «Кто я?», и когда ты начинаешь отвечать на эти вопросы, ты находишь свое место в этом мире. А сейчас мир, он такой, в интересное время живем, конечно. Изменчивый. Да. Меняются векторы, скажем так, мягко. Так далее, так далее. И в этот момент, когда это все вот разбалтывается, важно оставаться, как-то вот за что-то Людьми. держаться, да, вот, да. Да, И я традиции, семья, и вот эти И, наверное, ценности не именно помогают. это и произошло вот на всем этом собрании. Люди собрались и друг друга плечо почувствовали, и как бы и единство взглядов и мнений тоже ухватили. И я думаю, что это действительно имеет ценность, то собрание, которое случилось и организовалось. Ну что ж, на этом программа «Якутия Лайф» подошла к концу. Меня зовут Ирина Ефимова. Смотрите нас на телеканале «Якутия-24» по будням в 19:15. Расскажем, чем живет Якутия.